Нурлан Асламбекович, я полностью согласен. Организаторов вебкам-студий надо наказывать, и причем жестко. Эпоха вот этих Даниэлей, Джиевых, она ушла. Но вот что касается вебкамщиц, хоть бы кто спросил, почему они идут вообще на эту работу. Вот, допустим, вы знаете вообще, почему они идут? Достан Албаевич, мы об этом с вами разговаривали. Конечно, мы прекрасно понимаем, что не из хорошей жизни идут к этому, но мы всегда понимаем, что начиная с рождения, начиная с воспитания родителей, детсада, школы, вузов, мы получаем воспитание. Да, ну вот у многих, видите, у многих же родители разведенные или вообще родителей нет. Ну, бывает под присмотром других родственников. Такое тоже бывает. Мигранты родители. Поэтому, может, из-за этого недостаточно воспитания. Я думаю, что мы должны им тоже помочь найти работу, ну, вообще студенткам, да, или студентам, чтобы они тоже могли зарабатывать, они хотят тоже, чтобы у них карманные деньги были. А штрафовать 10 тысяч сомов, ну, из-за того, что она вебкам-модель, я думаю, лучше давайте сделаем общественные работы. По-моему, это будет правильно, да, и если мы сейчас будем штрафовать их, откуда им же опять эти деньги брать? И придется опять оказывать кому-то сексуальные услуги и так далее. Мы же их опять же на это же и толкаем. Поэтому у меня предложение вот здесь не штрафовать, а общественные работы сделать. Достан Албаевич, мы сейчас рассматриваем концепт законопроекта. Я жду от вас письменное предложение. Конечно же, я полностью согласен с вами. Все, согласен. Но без наказания тоже оставлять нельзя. Я даже, может быть, даже изначально провести профилактическую беседу, предупреждение. общественную работу, но наказание должно быть. Ну, то есть мы не должны поощрять это. Не, ну не уголовно, а нужно... Не уголовно, да, не уголовно. Там уголовного нету. Да, у нас организаторов, да, надо наказывать, я еще раз говорю. А вот самих вебкам-моделей, ну там общественных работ, я думаю, или предупреждение на первый раз достаточно. Я согласен с вами. Спасибо.